День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Воздействие на подсознание и распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Журналиста столичной газеты собираются судить за злоупотребление свободой массовой информации. Пришел майор Алимов, значит, и потребовал свидетельские объяснения вот по этой истории. Решится ли проблема с обманутыми дольщиками и что будет с ценой на вожделенные квадратные метры? С 1 июля застройщики должны перейти на проектное финансирование. Занимались довольно-таки долго, то есть мы занимались порядка 9 месяцев. Переселение из ветхого и аварийного жилья, создание комфортной городской среды, ремонт дорог и экологическая обстановка. Глава республики Айсен Николаев посетил с рабочим визитом Нерюнгринский район. По Нерюнгрину, например, и по Чульману уже есть такие предложения, что они могут освоить больше. И в случае, если мы будем видеть, что по другим районам есть неосвоение, мы, конечно же, будем такие вещи делать. Рассказать миру о культуре, традициях и обычаях народов Севера. В Якутии пройдут съемки фильма о польской ученой и антропологе из Оксфорда Марии Чеплицкой. К сожалению, Мициха уже давно не с нами, и она не написала ничего. Самая главная победа в жизни. В Москве прошли 10-е всемирные игры победителей, которые собрали юных спортсменов, одолевших рак. Какие места заняли якутяне и как прошли юбилейные игры, расскажут наши корреспонденты. Сейчас в этом году у нас 15 стран. Впервые к нам присоединилась Словакия. Впервые присоединилось несколько новых регионов России. В России разгорается новый медийный скандал. В отношении журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова правоохранительные органы подали в суд по статье за злоупотребление свободой массовой информации. Незадолго до этого «Якутск вечерний» стал первым изданием в России, которое пытались привлечь за фейк-ньюс. Что стоит за обвинениями в адрес журналиста, попытались разобраться наши корреспонденты. Воздействие на подсознание и распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Такие формулировки инкриминировали журналисту газеты «Якутск вечерний» Михаилу Романову. Предмет внимания правоохранительных органов – публикация интервью с сотрудником Северо-Восточного федерального университета, которого якобы похитили и избили сотрудники регионального ФСБ. Антон Амосов попал в поле зрения органов госбезопасности после серии комментариев о парне-смертнике, который завал себя в приемное здание ФСБ в Архангельской области. Амосов вскоре покинул СВФУ, а у беседовавшего с ним Михаила Романова начались проблемы. Вот в июле пришел майор Алимов, значит, и потребовал свидетельские объяснения вот по этой истории. Романов ему предложил дать объяснение на месте, то есть в редакции. Алимов отказался, говорит: нет, я хочу получить эти объяснения у себя в отделе полиции. В результате, как считает редакция, дело в отношении журналиста Романова было заведено именно за отказ от дачи объяснений в качестве свидетеля. Полиция пыталась нас притянуть за публикацию на первой полосе информации о гастарбайтере из Таджикистана, изнасиловавшем ребенка. Статья о злоупотреблении свободой массовой информации включает в себя 11 пунктов правонарушений. В протоколе участкового поначалу фигурировал пункт 9 – распространение заведомо недостоверной информации. Затем Михаила Романова обвинили по пункту 1 – изготовление информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей, оказывающие вредное влияние на их здоровье. А затем и вовсе попытались инкриминировать незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий или бездействия. Я не знаю, откуда взялся несовершеннолетний в деле Антона Амосова, потому что Антон, ему 35 лет, он точно на несовершеннолетнего не тянет, а другие там лица, сотрудники ФСБ, там тоже несовершеннолетние не служат. Однако на сайте Якутского городского суда в административном деле Михаила Романова указано только одно правонарушение. По пункту 9 – распространение в СМИ заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений. Якутская полиция, чей сотрудник участкового уполномоченный Рушан Алимов инициировал административное дело в отношении Михаила Романова, прокомментировал ситуацию следующим образом. Сообщаем, что по данному факту участковый уполномоченный полиции действовал в рамках служебных полномочий. В соответствии с частью 3 статьи 13 ФЗ о полиции, сотрудник полиции имеет право вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, как в письменной, так и в устной форме, в том числе и по телефону. В Союзе журналистов Якутии утверждают, до сих пор в республике не было ни одного случая, когда журналиста или издание привлекали по статье злоупотребления свободой массовой информации. Тем временем стало известно, что Союз журналистов России готов оказать юридическую поддержку журналисту Михаилу Романову. Однако для изучения его дела потребуется время. Практика на сегодняшний день по привлечению к ответственности за фейк-ньюс
она не обширна. На сегодняшний день нам известно несколько дел попыток привлечения к административной ответственности по фейк-ньюс, в том числе в отношении газеты «Якутск вечерний». Вообще в судах было около 200 дел за 2018 год. Во что выльется дело публикации Михаила Романова «Злоупотребление» или ограничение свободы слова? Слушание дела состоится 25 июля в Якутском городском суде. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Денис Тишин, Дмитрий Аргунов, Илья Сыромятников и Григорий Охлопков. Якутия день за днем. В республике пока только один застройщик, который перешел на эскроу счета. Об этом на брифинге заявила руководитель управления Госстройжилнадзора Якутии Наталья Чусовская. Напомню, с 1 июля этого года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти с долевого строительства на эскроу счета. Повлияет ли это на стоимость квартиры и какие сейчас цены в столице региона, выясняла Анастасия Кобызева. 73 объекта сейчас строят 40 застройщиков по всей Якутии. Общая площадь почти 900 тысяч квадратных метров. 60 из них попадают под критерии, которые позволяют строить по старым правилам, то есть без перехода на эскроу счета. Те застройщики, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года и объекты строительства которых имеют стройготовность более 30% и количество заключенных ДДУ составляет более 10%. Эти объекты могут, по этим объектам застройщики могут работать по старым правилам. Получается, что остальные 13 объектов должны быть построены по новым правилам, то есть перейти на проектное финансирование с открытием счетов эскроу. Но, как оказалось, сделать это не так просто и занимает время. ДСК пока единственный застройщик в республике, который перешел на новую форму строительства жилья. Мы занимались, аккредитовались и открыли проектное финансирование в Сбербанке. Занимались довольно-таки долго. То есть мы занимались порядка 9 месяцев. Самый активный банк на территории республики – это у нас Сбербанк. Но, к сожалению, остальные банки, которые уполномочены на территории, еще не готовы работать с застройщиками. В случае, если застройщик получит отказ от банка на проектное финансирование, то эти объекты попадут в число проблемных. Тогда застройщик будет вынужден расторгнуть договоры долевого участия и передать земельный участок другому застройщику. Переход на эскроу счета – это способ обезопасить дольщиков. Без ничего человек уж точно не останется. В случае форс-мажорных обстоятельств, например, банкротства застройщика либо кредитной организации, то дольщик получает страховку. На сегодняшний день максимальная сумма страхования 10 миллионов рублей. Остается лишь вопрос, что будет с ценами на новостройки. Ряд экспертов полагают, что стоимость квадратного метра вырастет в разы. Другие же считают, что схема со счетами эскроу будет гарантировать застройщику более низкий процент по кредиту за счет средств дольщиков. А значит, цены вырасти не должны. Низкая процентная ставка в итоге не приведет к серьезному ухудшению рентабельности застройщиков и вряд ли кардинальным образом повлияет на цены. Все же цены на рынке новостроек по большей части зависят от спроса. А рост спроса в настоящий момент обусловлен раздуваемым вокруг реформы ажиотажем. После того, как произойдет насыщение текущего спроса, ажиотаж спадет, а цены стабилизируются и, возможно, надолго. К слову, резкого скачка на рынке жилья в Якутске пока не наблюдается. Например, однокомнатную квартиру на первичном рынке можно купить за 2,5 миллиона рублей. На вторичном – дороже от 3 миллионов. Все зависит от типа дома, района, года постройки и других факторов. Строительство как жилья, так и социальных объектов является индикатором состояния экономики любого региона. Строится – значит, есть развитие. Жилищное строительство, в отличие от социальной сферы, развивается по большей части за счет спроса от покупателей и доступности ипотечных кредитов. Новый механизм проектного финансирования с эскроу-счетами по концепции разработчиков должен навести порядок на рынке жилья и обезопасить покупателей от недобросовестных застройщиков. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. К удивлению столичных водителей, на дорогах Якутска стало больше двойных сплошных линий. Теперь с прилегающих территорий на четырехполосную дорогу можно выехать только направо. Какова реакция автолюбителей и насколько эффективно это решение, узнавал Руслан Варламов. С прошлого года многие автомобилисты жалуются на сложности при выездах и въездах из-за двойных сплошных, нанесенных на дороге. Людям приходится объезжать целые кварталы, чтобы подъехать к своему дому, или нарушать ПДД, поворачивая через сплошную линию. Я считаю, что это, наоборот, усложняет движение. Сейчас надо объезжать до светофора и до квартала объезжать целый.
Ну, сложно, мне кажется. Для нашего города удобнее, чтобы были прерывистые. Некоторые места вообще не нужны. И неудобно поворачивать это через всю улицу надо проехать. Слишком много, все же сплошную закатали. Ну, где-то нужно, наверное, но не так, как здесь, беспредел какой-то. Ну, возле дома не могу повернуть, например. Придется до перекрестки ехать, потом поворачивать. Да не сплошные вообще не надо в нашем городе. И так маленький город, и вообще тут объезжаем, чтобы туда-сюда не ездить. Там наоборот создаются какие-то ситуации там непонятные, да? Мне кажется, слишком много сплошных. Одним из проблемных участков дорожного движения с разметкой двойной сплошной находится именно здесь. Отсюда водители, направляющие со стороны Крестьянского рынка в сторону Республиканской больницы, вынуждены повернуть направо, проехать до ближайшего перекрестка и только потом развернуться. Как объясняют городские службы, разметки нанесены по предписанию ГИБДД, и мера с двойными сплошными линиями принята в целях повышения безопасности. С 2017 года в Якутске произошло 146 ДТП по причине пересечения 2 и более полос движения при выезде и въезде с прилегающих территорий, в результате которых различные травмы получили 32 человека, в том числе 5 детей. Всего в 2018 году у нас в городе было зарегистрировано 12 мест концентрации ДТП. Местом концентрации ДТП считается то место, в котором произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий за отчетный год, за календарный год. Однако для удобства распределения транспортных потоков мэрия Якутска приняла решение о пересмотре двойных сплошных на прерывистые по некоторым участкам дорог. Социально значимые экстренные службы будут перерисованы в дорожной разметке 1.7, то есть будут прерывистые. Данный список будет утвержден также с согласованием контрольных органов. Но это не означает то, что во всем городе, где у нас двойная сплошная, будут прерывистые. Мы будем смотреть по количеству дорожно-транспортных происшествий на данном участке. По словам специалистов, эффективность и обоснованность новых разметок должна быть проверена временем. Статистика пока фиксирует сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. Руслан Варламов, Григорий Охлопков, Джустан Накентьев, Якутск. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и смотрите далее. Переселение из ветхого и аварийного жилья и другие вопросы. Глава республики Айсен Николаев посетил Нерюнгринский район. Юных спортсменов, победивших рак, собрали в Москве юбилейные спортивные игры. На празднике жизни и спорта побывала и сборная Якутии. Мы продолжаем. В конце прошлой недели глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом побывал в Нерюнгринском районе. В состав рабочей группы вошли министр строительства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Они провели совещания и встречи по направлениям своей работы. Подробнее в сюжете наших коллег. Власти Якутии продолжают уделять особое внимание повышению уровня и качества жизни промышленных районов региона. Детская поликлиника в городе Нерюнгри – один из социальных объектов, включенных в государственную программу развития Дальнего Востока, на капитальный ремонт которого было выделено более 100 миллионов рублей. Глава Якутии лично проверил ход ремонтных работ и эффективность освоения бюджетных средств. Окончание ремонта здания детской поликлиники запланировано на 2020 год. С мая месяца начался ремонт детской поликлиники. На сегодняшний день у нас проведено остекленение всех окон, как в рабочей зоне, то есть там, где идут ремонтные работы, так и в зоне, где ведем мы прием. Вторым этапом это облицовка всей детской поликлиники, и уже потом начнутся внутренние работы. Реконструкция Нерюнгринского городского водоканала также вошла в план социально-экономического развития точек роста Дальнего Востока. Начинается масштабная реконструкция производственного хозяйства, обновление материально-технической базы. На 2019-2020 годы предусмотрены средства в размере 400 миллионов рублей. В этом году будут реализованы мероприятия первого этапа на сумму 200 миллионов рублей. На автомобильной дороге Серебряный Бор-Нерюнгри глава республики встретился с руководством и работниками дорожника, которые завершают ремонт участка, настоятельно рекомендовав привлекать общественность для оценки качества выполненных работ. Если раньше, еще несколько лет назад, объем средств, которые вкладывали в ремонт дорог здесь по району, всего лишь был около 10 миллионов рублей, то сегодня он уже почти 300 миллионов рублей.
Будет отремонтировано порядка 18 километров дорог межселенных и улица Карла Маркса здесь, в городе Нерюнгри. На берегу реки Чульман глава встретился с руководителями промышленных предприятий, где состоялся серьезный разговор о сохранении экологии и планах по охране природы. Еще раз подчеркну, что вопросы экологии – это абсолютно для нас приоритет. И вне зависимости от того, крупное это предприятие, маленькое ли это предприятие, к нарушителям у нас будут очень строгие санкции. В рамках рабочей поездки прошли встречи с населением. Глава Якутии посетил поселок Чульман, где главной темой разговора с жителями стало переселение из аварийного жилья. Многие квартиранты ждут своей очереди не первый год, продолжая мириться с ужасными условиями. Чаще всего люди жалуются на холод в квартирах и опасаются обвала конструкции всего дома. Вот я всю жизнь мучаюсь, 40 лет почти в этом холоде. Всего в поселке Чульман по этапу 2019 года планируется расселить 10 аварийных домов, в которых проживает 152 гражданина. Айсен Николаев подчеркнул, что если в этом году Нерюнгринский район четко отработает по первому этапу реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы, то может надеяться на перераспределение средств тех районов, которые с этой задачей не справились. Вот по Нерюнгри, например, и по Чульману уже есть такие предложения, что они могут освоить больше. И в случае, если мы будем видеть, что по другим районам есть неосвоение, мы, конечно же, будем такие вещи делать. В ходе рабочего визита в Нерюнгри глава Якутии посетил городской парк. В минувшем году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды значительно преобразилась его западная часть. Айсен Николаев внимательно осмотрел новые арт-объекты, подчеркнув, что для Нерюнгри такие преобразования имеют огромное значение. Парк вошел в число 165 лучших проектов по благоустройству по итогам 2018 года по версии Минстроя Российской Федерации. Вечером глава Якутии встретился с нерюнгринскими блогерами, неравнодушными и активными гражданами, поднимающими в интернете актуальные вопросы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Рассказать миру о народах Севера, их культуре, традициях и обычаях. С этой целью в Якутск приехали польский режиссер и сценарист Гжегош Пацик, а также продюсер из Санкт-Петербурга Мила Кудряшова. Они представили свои культурные проекты «Мициха не боится самолетов» и «Динозавры вечной мерзлоты». Наш корреспондент Денис Тишин узнавал все подробности. История столетней давности глазами современных женщин и венкиек. Польско-российский документальный проект под необычным названием «Мициха не боится самолетов» посвящен изучению самобытной культуры северных народов польской ученой и антрополога из Оксфорда Марии Чеплицкой в начале 20 века. Ключевую роль в ее исследовании сыграло знакомство с тунгусской Мицихой, которая стала проводником Чеплицкой в мир, куда еще не ступала нога европейского ученого. Проект мультикультурный, он включает в себя и создание документального проекта, и мастер-классы, воркшопы, участие представительниц ивенкийского этноса на площадках презентации проектов. На главную роль Мицихи польский режиссер Гжегош Пацик и продюсер из Петербурга Мила Кудряшова ищут девушку-венкийку от 25 до 40 лет, проживающую в Якутии. Но возраст здесь не главное. Куда важнее желание узнать национальную культуру, язык и владение каким-либо творческим навыком. Петь, танцевать, рисовать и знать обряды. Ведь героиня документального фильма будет представлять нашу республику за рубежом. К сожалению, Мициха уже давно не с нами, и она не написала ничего. Тогда возникла идея, что надо это себе вообразить, и это должны себе вообразить эвенкийские современные женщины. 10 июля в павильоне национальной вещательной компании «Саха», которая выступает партнером проекта, состоялся кастинг на роль Мицихи. Съемки фильма на территории Якутии пройдут с 13 по 15 июля, а премьера кинокартины состоится не раньше 2022 года. Продюсер и режиссер приехали. А съемки полностью вот здесь в Якутии производит национальная вещательная компания «Саха». Остальные съемки будут проходить в Польше и в Англии. «Мициха не боится самолетов» – не единственный интересный проект, который планируется реализовать на территории Якутии. «Динозавры вечной мерзлоты» – это попытка заглянуть на миллионы лет назад и узнать больше об огромных существах, живших в арктических районах республики. Особенностью проекта является участие в нем детей. Они исследуют кости аллозавров с 2000 года под руководством научного руководителя Петра Колосова. Якутские дети из деревни Харо, которые в течение 12 лет постоянно ходят в экспедиции без транспорта, без специального обмундирования, чтобы прикоснуться к вечности истории, к экологии родного края.
Большую заинтересованность в продвижении якутской культуры за пределами России проявляет Министерство культуры Республики Саха-Якутия, а также музейные учреждения. Эти проекты нам очень интересны. Я думаю, что они сыграют большое значение в укреплении наших взаимоотношений с Польшей и вообще в реализации такого культурного сотрудничества. Польский режиссер Гжегош Пацек признается, он давно мечтает вернуть венкийскому народу старинные артефакты. 2 кукол-идолов, шаманскую одежду и предметы быта, которые сейчас находятся в музеях Оксфорда и Кракова. Если, конечно, сами венки проявят к ним интерес. Денис Тишин и Григорий Николаев, Якутск. В Москве завершились 10-е Всемирные игры победителей. Спортивный турнир собрал из 15 стран мира детей, одолевших рак. На празднике жизни и спорта побывала и сборная Якутии. Какие места заняли якутяне и как прошли юбилейные игры победителей в материале Айсены Бурнашовой. 9-летний Дима Босиков из Якутска шустро бегает по полю и мечтает забить свой первый гол на играх. За плечами у юного спортсмена целых 4 года усердных тренировок. А еще страшное заболевание – рак. Болезнь поразила почку мальчика. Год химиотерапии, посещение больниц и медцентров. И вот маленький, но уже не по годам сильный Дима вышел из борьбы с болезнью победителем. Будем еще сильнее, надеюсь. Будем вживаться в жизнь. Да? Да, Дима? Да. Мы сильные? Да. Рак разделил жизнь на до и после. Спорт, по мнению участников, помогает не только реабилитироваться, но и вернуться к той обычной жизни, которая была до болезни. Всего 6 дисциплин и 10 возрастных категорий. Якутию вместе с Димой на играх представляют еще 5 детей. Юные спортсмены уже могут похвастаться первыми золотыми медалями. Так, уверенно отражая удары соперников в настольном теннисе, победу среди юниоров одержал Михаил Федоров. У меня была лимфома Беркета в 5 лет. Когда меня обнаружили, уже было на 4-й стадии. Но были очень опытные и добрые врачи, с помощью которых я выздоровел. Еще одну победу в копилку сборной республики принесла Сахаяна Слепцова. Девочка 2 года боролась с острым лимфобластным лейкозом. Это рак крови. Спустя годы Сахаяна вылечилась. На играх она заняла 1-е место в дисциплине ходьба в возрастной категории 12 лет. Конечно, радовалась, заодно и волновалась. Медаль, не такая большая, не такая маленькая. Шахматы, стрельба, бег. Каждый член команды мог участвовать сразу в нескольких дисциплинах, и у всех отличные результаты. Так, Сафронов Вася стал чемпионом по теннису, Дима Босиков победил в турнире по стрельбе, Арина Ефимова и Рома Константинов одержали победу в шахматах. По мнению судей, эти дети не просто победители, они даже круче олимпийских чемпионов. Вот за 10-12 лет уже видно, что детишки более стойкие, так и более характерные, я бы так сказал. То есть в любом случае, скажем так, специфика этого турнира, она сказывается, конечно. Всего же историю болезни в историю побед на играх переписали свыше 500 участников из разных стран мира. Россия очень хорошая и очень чистая страна. Игры победителей просто удивительные. Здесь созданы все условия, чтобы мы могли играть и побеждать. Сейчас в этом году у нас 15 стран. Впервые к нам присоединилась Словакия. Впервые присоединилось несколько новых регионов России. И если говорить о географии России, то это практически вся страна. Новые знакомства и открытия помогают детям и их родителям вернуться к активной жизни, к той, что была до болезни. Между спортивными турнирами на площадке спорткомплекса проходят различные мастер-классы и развлекательные игры. Ну а сделать этот праздник еще более ярким и веселым помогают вот такие плюшевые звери. Выражение «бороться за то, чтобы снова жить как раньше», пожалуй, стало девизом соревнований. Праздник спорта завершился под громкие фанфары и несмолкаемые аплодисменты. На главную сцену поднялись триумфаторы игр. И пусть не все получили золотые медали, не страшно, ведь здесь нет проигравших. Каждый из ребят еще до старта одержал свою главную победу – победу над страшным заболеванием. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.